Ассаламу алейкум, дорогие подписчики, не забываем ставить лайк, подписаться. Я хотела сообщить вам, что мои племянники стали угрожать меня и хотят убить меня. Знаете почему? Потому что за правду. Мой племянник, он отталкивал свою маму, избивает это с сестренкой 3 раза. Его сестренка стала пошла на суицид. Первый раз она зарезала вену, второй раз она хотела бросить себя с 9 этажа, на 9 этаже она живет, третий раз она хотела бросить себя на реку. А теперь эта сестренка слышала, что я правду сказала в соцсетях на таджикский язык, да, а теперь на русский я скажу. Они думают, что я буду молчать. Я не буду молчать, потому что женщина защищена в исламе. Что вы себе позволяете? Хотите мне убрать? Убить меня, да? Аллах вам накажет. Аллах вам накажет, потому что женщина в исламе защищена. Если вы забыли, что Аллах женщину защищает, то ошиблись. Вот они втроем, 3 мои племянники, один сейчас живет в Германии, второй в России, третий в Таджикистане. Втроем они это планируют, как это меня забрать и убить. Поэтому я обращаю, кто меня видит, слышит, смотрит, пожалуйста, пишите в комментарии, в чем они права, а в чем я не права. Лишь я сказала, что он толкал маму, он бьет свою сестренку. До того, что сестренка уже суицид пошла. Он говорит, что ты меня позорила, тетя, почему ты в соцсетях мне ставила? А я только видео сделала на таджикский, что не был позор. А теперь я на русский сделаю, что мои мусульмане узнали, слышат, что со мной что происходит. Что я человек, который всегда за правду. Я не молчу. Мои родители, свои родители, я никому не дала это обидеть. А свои родни тоже я никому не дам это обидеть. Мою сестру, мои братья, мои родни. Никто не смеет обидеть или поднять руку на это, что она моя племянница, что она моя сестра или сестренка, или мусульманка моя сестренка. Вот это я насчет это обрезание еще ищу. Еще я не успела это до обрезания дойти. Может быть, если про обрезание я это видео сделаю, тоже меня это другие это люди хотят потом мне угрожать и убить, что ли, убивать, да? Я его правду сказала это на лицо своего племянника. Они хотят мне как это угрожает, хотят мне убить. Да, они хотят меня убить, потому что за правду. У меня нет богатства, у меня нет денег, что они требовали мне что-то. Они за мою разум, что я говорю правду. Да, я правдоговорящий человек. Аллах любит правдоговорящих людей. Вот поэтому пишите это в комментарии, что я должна сделать. Я знаю, что кто-то скажет, что не сделай такие видео, извиняйтесь. Я не должна перед кого-то извиняться. Он должен извиняться перед мамой, передо мной, что он маму толкал, дядю толкал, моего брата, да? Они пришли и сказали, что почему так ты делаешь? Не избивай свою сестренку. Он сказал, это не ваше дело. Толкал это дядю и маму. А теперь он хочет меня убрать? Ну, убивать? Я сказала, пусть, сестренка сказала, пусть они берут, мне режут и пожарят, покушают. Или шашлык они делают, кушают. Да. Ну, заранее, что они сообщили, что какое это число, какой дата они хотят меня убить, что я своего ребенка кого-то это завещала. Да? Я, кроме Аллаха, никого не боюсь. Никогда я не боялась. Аллах говорит в Коране, что своих родителей уважайте. Не говори нигде, что толкайте, как хотите, разговаривайте. Да, он хочет убирать меня, я защитница его мама, и моей сестренкой, и дядю, а потом с мамой он сам как это разбирается. Дальше, да. Если я буду молчать, не говорит. Потом руку кого-то отрубит, глаза у кого это как это врубает, да? Пишите, пожалуйста, в комментарии, что кто здесь прав, кто не права. Я права я знаю, потому что я живу по Корану и по Сунне. Что женщина, никто не имеет права руку поднять или обидеть женщину в исламе.
А кто живет по обычаю, по традиции, это их проблема. А моя проблема– защитить мои родные, мои сестры, мои братья, мои племянники, если на то пошло. Да, я всегда защитила и защищаю свои родные. Папу, маму я защитила, никому я обиду не дала. А теперь я братья свои защищаю, сестры свои защищаю, племянницы я защищаю, племянника защищаю. А такие племянники, которые они планируют меня убить, я Аллаха прошу, что пусть Аллах им накажет. Я не говорю, что прям путь их это Аллах привел, потому что таких прям путь уже не идут, потому что они уже шайтаны дружат, что планирует шайтан их как это контролирует и как это рулит. Да, давайте эту тетечку в соцсетях, она про вас правду сказала, не даете тетю, что рот, либо язык это режете, или убьете. Хорошо. Убили это во время пророка, правда говорящий, до сих пор они убивают. А если вы меня убьете, это, вы думаете, после меня это правда говорящий не появится, что ли? Каждый век Аллах Субхану ва Тааля в Коране сообщит, что каждый век Аллах Субхану ва Тааля из народа берет одного человека, отправляет для как это, получения знаний, и потом вернет этот человек к своему народу, что обучит и объяснит этот человек, своему народу истину, правду. Вот Аллах меня отправил в Африку, я учила, получила знания, а теперь я должна всем это объяснить истину. Истина в исламе, что женщина защищена. Женщину никто не имеет права поднять руку на женщину. Женщину никто не смеет обидеть, потому что женщина, во-первых, это мат, мама. Во-первых, он человек. Во-вторых, она мама. Во-третьих, она бабушка. В-четвертых, сестра. М? Вот так. Жду ваших комментариев, пожалуйста. Не забывайте ставить лайк, подписаться. Пожалуйста, распространяйте это, поделитесь это. Подпишитесь, что... Ставьте лайк, что много людей смотрели. Подпишите это, что далее еще других интересных видео будет. А поделитесь, что люди узнали, что в мире какие люди живут. Если был бы какой-то посторонний, да, какой-то, ну, из другого нации, из другой веры, я сказала бы, хорошо, они мои враги. Неужели мои племянники, мои родные стали мои убийцы, хотят меня убить, хотят меня уничтожать? Такие голоса он отправляет каждый день, мой племянник, что я тебе свои, это половой орган, что он называет, что я тебе свет, это, ты это не стоишь на этого. Даже он назвал, что якобы я не стою это с его мужской пчеловой, это половой орган. Якобы я, моя цена, якобы моя цена ниже его это мужской пчеловой орган. Представьте себе. Да, язык это без костей. Что это, мы не держим это языка, он это произносит, что хочет. Но я говорю, что пишите свои мнения, советы мне не нужны. Я советы никого не прошу. Пожалуйста, никакие советы это не пишите. Советы хорошие, полезные, только защитите меня, пожалуйста. А что защитит мои племянники, убийцы? Кто если пишет, с их стороны защитит. Всех это мои комментарии, которые так пишут за мои племянники. Я всех заблокирую. Только за меня пишите и защитит женщину. Женщину. Даже в Коране есть сура на имя женщины, на имя мужчины нету. А вот это еще хотел сказать. Сура на имя женщины. Женщина и сура есть. Имя это сура Марьям еще есть. А на мужчине есть. Почему? Потому что Аллах женщину защищает. Женщины должны защитить в общество, в семье, где бы ни была женщина. Да? А вот такие вот это притесняющие, вот это такие это залимы, Аллах их накажет через свои вот эти суды, международные суды, вот это Россия, суды Таджикистан тоже, иншаллах. Я никогда не была уголовника, нигде мне это дело это не завели. А теперь они хотят против меня дело завести, что якобы я правду сказала, что маму не толкай.
это сестренку не убивай, не бей. Тетю это не обижай, дядю не обижай. Он своей тете за тетю это не принимает, дяди тоже не принимает, и маму тоже не принимает, и тетю хочет убить. Видите, какой ужас. 21 век мы живем, такой очень это. Таких, знаете, как я вам хочу сказать? Они по названию они отличают. Как пророку это подвижникам. Мушрики, да, это издевались это над ними. А меня надо мной издеваются мои мусульмане. По названию они отличаются, а поступки у них одинаковые. Во время это мушрики, язычники, тоже женщины жертвовали это для своей это идеи. Они хотят меня как это жертва принести для того, что я против них это сказала правду. Да? По названию они отличаются, а по поступке они одинаковые. Меня всегда везде за правду это уволили из работы, да. Выгнали из этой вот родины, это мои родные. Мои родные меня выгнали из родины. И я за них это одна причина. Вот сейчас пришел момент, что сказать. За них я убежала в Россию, потому что они хотели меня убить. Это было 2014 год. Я еще терпела, потом в 2008 году сюда приехала. Они хотели меня убить, а я тахаджуд читала, сказал Аллах, спаси меня, пожалуйста, что я убежала. И убежала в Россию, вот здесь, алхамдулилля. Пожалуйста, ставьте лайк, подпишите и распространяйте, пожалуйста, это видео и поделитесь, пожалуйста, что люди знали, что в 21 век племянники хотят убить свою тетушку. Мамина сестренка. Благодарю за внимание.